Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. И, как обычно, всегда это повторяю, мы находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую, постоянный мой соведущий. И к нам в гости сегодня пришел спортсмен, тренер команды, хоккейной команды по хоккею с шайбой «Полярные волки» Чудинов Денис. Денис, приветствую. Здравствуйте. Здравствуй, Денис. Здравствуйте. Да, всегда забываю это сказать, поэтому всегда в самом начале стараюсь говорить спасибо, что ты согласился прийти в гости на нашу передачу. Да, и так как у нас все-таки мы позиционируем нашу передачу как кулинарное ток-шоу, чем ты к нам сегодня пришел, что будешь делать? Так, ну у меня сегодня, наверное, необычное блюдо будет. Так. Нет мяса. Вот, у нас семья придерживается таких мягких взглядов на растительную пищу, животного происхождения. Вот. У нас здесь будет сегодня крем-суп тыквенный с сухариками чесночными. Так, Вот. ну я смотрю, ингредиентов очень много, да. Опыт готовки есть? Как вообще с готовкой? На ты, на вы? И так, и так. Ну, буквально. Ну, потому что ты выбрал достаточно сложное блюдо. Я тоже смотрю, что тут знания выше среднего. Да, это выше среднего. Это как бы нужна подготовка, по-моему. У меня дома жена голова, я руки. То есть она думает, я делаю. То есть буквально час назад был мастер-класс проведен дома. Тренировочка? Да, да. Так, свежие знания. Вот. Пока ничего не забыл, надо готовить, начинать. Ну, как настоящий спортсмен, потренировался и пошел в бой, да? Все верно, Ну, да. как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Ну что, предлагаю начинать, потому что ты, по-моему, упомянул мне, что минут 30-40 на готовку уйдет, да? Да. Нам нужно для начала поставить воду, кипятиться. Так. Сюда. Семен, пожалуйста. Так, 1/4 водички надо налить. Вот. И пока она закипает, нам нужно приготовить картошку и морковку. Так, маленький нож. Почистить, да? Да, дай мне сразу миску. Нужно почистить будет. Да, давай кто-то за морковку. Не, давай я пока начну. Ты начнешь? Да. Тут еще надо чеснок почистить, да? Да, чеснок. Всё. надо Дай мне маленький нож. Маленький нож. Слушай, я вот тут смотрю, и мне вот даже чисто из-за профессионального взгляда очень интересно стало, потому что столько ингредиентов, и еще тем более без мяса. Ну, довольно много. Наши в Якутии без мяса жить это очень сложно, если честно, да? Ну, если обладать такими знаниями, как обладает моя супруга Марина, то есть все легко и просто на самом деле. Она повар профессиональный или каким образом? Нет, она у меня... Сама такая? У нее нет четкого, направленного какого-то профессии какой-то. Она обладает очень многими знаниями, очень много курсов, очень много информации поглощает. И все ради благополучия нашего семьи, нашего здоровья. Ну, чтобы вы правильно питались и все прочее. Да. Ну, то есть словосочетание ПП – это не пустой звук. Да. Специально следите. Там СПП, супер правильное питание идет. Даже такое есть. Семен, ты слышал об этом? Ну, немножко удивлен, как говорится. Вот. Ну, для примера скажу, что, допустим, мой старший сын, он, в принципе, никогда не пробовал, ну и просто у него нет желания пить газированные напитки, там, о Кока-Коле вообще речь не идет. То есть он пьет редко-редко чай и в основном всегда воду, только воду пьет. То есть ему этого достаточно. Так, интересно. А Ну, эти спортивные какие-то там напитки бывают, Нет, протеиновые? все, вода, только вода. Ну, пока рано, наверное, спортивные напитки. Чуть Ну, попозже, конечно. Ну, там, я просто слышал, там вода, там, то ли с креатином, или что-то там, Ну, или с С минералами. минералами, да. Ну, восстанавливающие напитки есть сейчас, да, Powerade всякие там, да. Ну, есть БЦА, да, но это, наверное, уже более к взрослому возрасту будет. Да, я аминокислоты восстановительные. Допустим, протеиновые батончики, да, ну, то есть, когда после тренировки в течение 15 минут открывается углеводное окно, нужно съесть, то есть, углеводов. То есть, банан или батончик протеиновый. Можно. То есть, Ага. да, Пиццу даже кушают футболисты. Сразу после игры. Ну да, почему? Да, это реально так, они заказывают. и Ну, раз мы и стараемся... пополняют, скажем так, баланс. Ага. Стараемся в рационе не использовать белую муку, то есть дрожжи, сахар. Вообще это забытая тема давно, да. Даже вот те, кто занимается марафонами, вот бегают, да, они же пиво безалкогольное пьют. Пиво безалкогольное сразу после марафона, безалкогольное пиво обязательно для этих восстановления минералов. Ну, ничего не могу сказать. Я был тоже удивлен. Да, Это вот даже на профессиональном уровне вроде, да? Да, факт. Ну, у меня как бы есть такая репутация, да, среди моих друзей, моих коллег, что, ну,
немного к моим странностям, которые для других, да, людей могут, они уже привыкли. Странностям, да. кавычках. Да, то есть я никогда за всю жизнь не пил, не курил, да, допустим, не употреблял никаких вообще запрещенных препаратов. ладно? Вообще никогда не пробовал. Ну, пробовал, да, это было там в районе 15-16 лет во дворе, да, мне дали попробовать. Меня это не впечатлило, тем более, как бы у меня очень много было плохих примеров перед глазами. Ну, то есть, соответственно, меня это все подальше как бы хотелось держаться. То есть я к этому привык, и мне вот уже 34, и меня тянет. Денис, Так. вот чуть-чуть перебью тебя, да, у нас есть в самом начале рубрика, да, я, по-моему, про нее тебе рассказывал, называется она «Как я дошел до жизни» такой. Тебе немножко нужно будет рассказать о себе. Сейчас ты уже начал про детство и все прочее, да? 3 зубчика. Или сколько зубчиков? 4 надо. 1 сюда и 3 на сухарики. Откуда родом, ну, вот, Водички надо добавить. как я дошел до жизни такой? Чуть-чуть. Пожалуйста. Ну, родился я в Добавить? Якутске. Да. В районе у нас такой, надо? Воды. Воды. Ага. в районе Сайсары, А. то есть магазина «Елочка». То есть А. в том районе... Гемень. Ну, это «Елочка». Ну, почти, да. Ага. Сайсарский район. Там почти, ну, да. Вот, в 88 году родился, до 5 класса учился в первой школе, да, но был очень скромным, тихим и забитым мальчиком, потому что в 6 классе я перешел в другую школу и начал заниматься хоккеем. Вот. И ребята, вот сейчас уже повзрослевшись, я уже их встречаю, ребят с первой школы, у себя там на районе, да, и они меня даже не помнят, а я их помню. Ну, то есть настолько я был тихим и незаметным, что... Сам по себе ходил все. Да, они даже не помнят, что я с ними учился, а я их помню. Вот. Но когда я начал заниматься хоккеем, появилось, во-первых, первые успехи пошли у меня, ну, то есть... Я думаю, что у меня есть какое-то предрасположение к виду спорта, то есть Ну, спортсменский характер, дух, наверное, да, или как? ну, я не знаю, как сказать, просто я пришел, но Физические данные тоже. ребята моего возраста уже занимались 3 года. За год я их догнал. Через 2 года я уже играл за команду старше себя. Ну, то есть есть какое-то Ну, от природы. я почему-то думал, что хоккеисты все вот такие шайбы, как Ну, овечки, такие это- здоровые, да? Ну, это и было как бы... Шкафчики такие, нет? Это было как бы критерием отбора, да, допустим, почему меня не взяли в профессиональную команду. Хотя меня приглашали, но на физические данные посмотрели и не взяли. Ну, то есть я не Сказали, рас... извини. Да, но я не расстроился, как бы, я просто не представляю жизни без хоккея. А как в хоккей попал? У тебя мусорка. Но это было достаточно очень просто. Мы шли мимо Ледового дворца с мамой, с парка, Мисочку. парк культуры и отдыха. А, да, да. Ну, просто мимо шли домой, вот, и мама увидела, о, каток новый открыли, пойдем зайдем посмотрим. Я, Что это такое, да? конечно, для меня это вообще целый мир. Я зашел, ну, и очень сильно удивился, то есть вообще там люди катаются по льду летом. Для меня это было шоком. И меня поразил один мальчик, он был очень маленький. И он с очень большими дядями играл в голю. И его никто не мог догнать. И то есть для Чувствует меня- так, хоп-хоп-хоп. Да, и уже в тот момент у меня вот этот соревновательный дух появился, что, ну, я подумал про себя, разве я хуже его? Разве я не могу так же? Не могу я лучше? Ну, все, и это было решением. Я говорю, мама, я хочу играть в хоккей, все. Еще? Тряпку. Тряпка. Вот. Раз. И поэтому там у мамы особо выбора не было. Ну, то есть это как бы случайно вы зашли это, и всю жизнь получилось жить своей хоккеем была Да, связана? да. Ага. Ну, при том, Случайности что... не случай. Еще раз? Случайность. Случайность и не Да, случайность. секретный ингредиент. Да. Секретный ингредиент этого супа. У меня еще 2 старших брата, то есть на 10 и 13 лет меня старше. Ну, то есть особо мной никто не занимался. То есть, ну, сам по себе улица была. И вот можно сказать, что хоккей меня воспитал. То есть именно дисциплина, порядок и постоянное трудолюбие. Любой спорт, который ты более-менее занимаешься, тем более желанием, он упорядочен. Режим, как говорит, делает. Ну да, да. Ну, я по себе, например, знаю. Ну, когда появились новые успехи, хотелось еще доказывать, что ты лучше не только кому-то, но и прежде всего себе, что я лучше могу быть, чем вчера. Это Лучшая сам. версия себя. Да. Ну, Ну да. становиться лучше каждый день. Да-да-да. Так, сейчас мы нарезаем. Картошку. Все нарезаем мелко. Ну, Мелко. не очень мелко, но достаточно. Мелко. Да, И чеснок туда же, да? да, и чеснок Это у нас потом. потом, да. Сейчас мы кидаем. Это все сюда. Да, это все у нас варится. Когда вода закипит чуть-чуть, мы добавим киноа
Предварительно нужно будет промыть. Огонь чуть-чуть меньше сделал. Сейчас я пока специально, нарежу, да? покачу. Ага. Предварительно нужно будет киноа и красную чечевицу промыть. Это что такое вообще? Шутка. Ну, это, грубо говоря, заменитель мяса. Киноа содержит минералы, белок, нужные аминокислоты. Ну, он какой-то суперпродуктом, по-моему, относится, да? Да, достаточно, как бы у нас, я думаю, что, возможно, есть где найти, но мы заказываем с сайтов, то есть с определенных там, не будем понятно. говорить каких. Вот. После закипания мы добавим, все это будет вариться буквально 10-15 минут. Все это разбухнет, станет таким объемным достаточно, ну, желеобразным. Ну, получается сытный суп такой, да? Очень сытный, очень полезный. Ну, это очень классно, потому что завтракал, еще не обедал. Это и за ужин вам пройдет сразу же. Да, и за ужин точно не пройдет. А передача будет выходить вечером наша, да, но мы сейчас день вот снимаем, да? Отлично, как раз заодно и пообедаем, как говорится. Вот. Дальше. Что было дальше? Чуть было не сказал. Школу закончил и... И влюбился. Та-да! Да, влюбился. Я съездил на соревнования в Хабаровск, встретил девушку, скружила голову она мне. Ага. Я обо всем забыл. Сказал... Даже о хоккее? Нет, она... Как бы о хоккее я думал, что я приеду в Хабаровск, буду играть в команде, как бы встретил любовь. Закончил школу, приехал в Хабаровск, пошел в команду, меня все взяли, поступил в университет. Ну, 2 этапа сложились как надо, из 3, которые я хотел. Вот 3-й вот пришел к девушке, а там уже все. Да, завяли помидоры. Короче, ну, я достаточно эмоциональный, импульсивный человек, и я все бросил. И хоккей, и университет, и приехал домой в Якутск. Ну вот, отворот-поворот получил, не выдержал нагрузки на сердце. Вот, и поступил в ПТУ-16 на огранщика алмазов. ПТУ-16. Так. Вот, я поступил, но буквально через неделю я понял, что нет, все, это точно не то, чем я хочу заниматься, хоть и мне пророчили, что там у тебя есть предрасположенность, то есть у тебя хорошо получается, хорошее зрение, ну, усидчивый, но как бы внутри себя я понимал, что я не смогу так работать, и, ну, помахал ручкой. Вот. Пошел... Довольно такой максималист, да, оказывается? Нет, значит нет, да? Ну, да. Ну, типа такого. Если одна дверь закрывается, открывается, Да. значит другая где-то. Просто ее нужно найти. Ага. Поступил, не поступил. Я пошел, отучился на права от военкомата, получил образование, военный водитель. Вот. И не дождавшись 18 лет, чтобы меня к воинской службе не привлекли, вот, уехал в Омск учиться на тренера по хоккею с шайбой. Но все-таки хоккей победил. Хоккей, да, только Да. хоккей, просто там лучший друг мой учился, Яков Владимирович Сандаков, он сейчас мой коллега, он старший тренер сейчас. Я к нему приехал, и мы учились вместе, то есть жили, снимали квартиру, как бы, играли в хоккей вместе. Вот. Ну, Физкультурное образование получается, да? у тебя? да, бакалавр, специалитет хоккей с шайбой. Именно хоккей шайбой. Да, тренер по хоккею с шайбой. Вот. Ну, студенческие годы были очень веселые, там, потому что, во-первых, город большой, то есть очень много возможностей, очень много... Омск миллионник, да. Да, там, ну, чтобы вы понимали, сейчас больше 20 катков уже на данный момент построено в городе. У нас только вот сейчас скоро 2-й откроется. Скоро 2-й, да. Ну, у них прямо там культ, да. Да. Ну, профессиональные команды и все такое. Ну, они Кубок конечно. Гагарина недавно выиграли. Да, У них сейчас новый каток построили, G-Drive Arena. Там вообще это, наверное, даже одна из самых крутых арен в мире. Суперсовременные, да? Да, она да. даже некоторые арены в НХЛ не сравнятся с ней. Вот. Потому что старые просто, да. Новые требования, все прочее, конечно. Да, ну там очень круто. Ну там очень много можно было где гулять, много чем заниматься. Занимался танцами, даже какие-то места занимал там. Какие танцы? Ну, электродэнс называется. Да? Современные танцы, да? Ну да. Это было давно и неправда, в общем. Ну, это одно из ярких воспоминаний молодости. Но все равно, Было весело. надо все пробовать. Так, здесь нам нужно положить всего 3 чайные ложки. Впервые вижу, что Столовые. гость давал советы шефу. Ну ладно, Нет, шучу. ложку давай. Просто если мы в пропорциях ошибемся, получится каша. Не суп, а каша. Каша, да?
Да, 3 столовые Ложки. ложки. Не, столовые. Столовые. Так, Без горки. надо промыть сначала. Потому что у них, сейчас мы будем промывать, там белый осадок будет. Да. И вот так, ну, через ситечко вот это, водой, да? Да. И киноа нужно будет. Тоже промыть, да? Да. Тоже сюда, да? Да, тоже сюда. Здесь у нас 1,5 ложки. Я даже если полчаса назад готовил бы, это все равно забыл бы все. Сколько там, чего У вообще. меня что-то- шпаргалки здесь. А, да? Вот. И промыли. Так, это мы промываем. Сейчас она закипит, нужно будет добавить. Кино очень мелкое, но когда она разваривается, очень объемным становится. Так, Так. чем мы остановились? Что было дальше? Омск, учеба. Омск, учеба. Закончил. Закончил, да, университет. Сразу же приехал в Якутск, набрал детей 2005-2006 года. Ну, то есть рождения. уже возможность работать была уже. Ну, такой квалифицированный тренер, тем более по хоккею шайбой. Ну, наверное, у нас мало на было, самом деле наверное. был недостаток тренеров очень сильный, потому что мало. Даже сейчас. Нет, сейчас нормально, да? Сейчас достаточно, да. Ну, к нам вот приезжают приезжие тренера. Сейчас вот недавно приехал тренер с Владивостока. До этого был тренер с Челябинска, ну, приезжал к нам. Ну, то есть специалисты как бы приезжают. Обмен опытом. Ну, можно и так сказать. В том плане то, что наборы детей стали маленькими. То есть детей очень мало стало приходить. Если раньше, допустим, детей к одному тренеру приходило 2 возраста, и он был на 2 возраста, допустим. Когда я приехал работать, ну, если в пример я вам поставлю, вот там Яков Владимирович, да, мой коллега, он приехал, он набрал 2003-2004 год рождения. У него было 30 человек, 2 возрастов. Я приехал, 5-6 набираю. Если вы помните, в 2004 объявили материнский капитал за 2-го ребенка. Да. Резко подпрыгнул рождаемость. Да. И к 5-6 пришло 70 человек на одного тренера. То есть, ну, то есть, Вроде как уже много, не вмещается. ну да. В Центральной России на один возраст 2 тренера идут. А тут 2 возраста на одного тренера. Ну, немножко. Очень тяжело было разорваться. В итоге пострадали все. То есть все дети. В том плане то, что кому-то уделялось меньше внимания. Ну да, а что То делать есть это? дети, допустим, 5-го года тренировались с 6-м, с младшим возрастом. То есть они ну да, уже не это- тянулись. Эти ну да, тянулись, но их мало подпускали, потому что они были младше. Ну, то есть Ну да. все в итоге в минусе оказались. Но в итоге ребята, порядка 7 человек, до сих пор играют в хоккей. То есть Влад Разин, да, 2005 года рождения, он сейчас капитаном команды в ХК Рязань находится, он сейчас играет. Там Денис Пряничников, вратарь в Амуре, в Хабаровском. Ну, то есть нет, но ребята где-то что-то проскальзывают. Допустим, парень 2006 года рождения, Илья Ильев, 3 месяца назад попал в сборную России. Среди юниорскую. Да. 16 лет, да, Да, получается. Ю-16, да. Ага. То есть они играли на чемпионате, ну, выиграли, естественно. Ну, это круто. Он играет в обороне, то есть очень достаточно рослый, очень грамотный игрок. То есть Глядишь, скоро и НХЛ, да? Может быть. А очень, почему нет? очень надеюсь, держим связь со всеми ребятами, то есть привлекаем, если есть возможность, каким-то своим чемпионатом. Сейчас вот ребят будем привлекать к детям Азии. В феврале будет проходить в Кемеровской области, дети Азии, зимние. Вот, будем готовиться. Готовим команду сейчас, будем наших воспитанников. Ты упомянул, что ну, немножко такой отток пошел, да, наборов. А с чем будет связано, как думаешь? Сложно сказать. В том плане, хотя у нас есть все условия, у нас есть каток, у нас есть раздевалки. Тем более каток, который стал национальным центром зимних видов спорта. Да. Специально хоккею отдали. Да. В то время, да. Есть Массовое катание меньше условия стало, да. для занятий. Допустим, у нас единственная, я так понимаю, секция в городе, которая бесплатная. То есть Даже. за тренировки вы не платите вообще ни копейки. То есть, Амуницию купи и все, ребенка отдай. да. Да, но с другой стороны, я вижу, иногда рядом с Ледовым проезжаю, там обязательно родители должны принести, обязательно забрать, потому что, ну, вот это все. Ну да, это тоже Тем более имеет вот место такие быть. шпендики ходят же, да? Ну да. Начинают, но. Ну, все равно есть условия. Ага. Правда, льда катастрофически не хватает. У нас тренировки начинаются с 6:45 утра и заканчиваются в 1:30 ночи. То есть
круглосуточно почти лед занят. То есть раньше были перерывы 30 минут между, допустим, командами. Лед подровнять. Сейчас уже 15 минут. То есть сократили, чтобы всем хватало льда, все успевали заниматься. Вот. Ну, катастрофически не хватает льда, но благо на Белом озере сейчас «Газпром» строит каток с бассейном. Да. И мы вот Ну, прям на часы смотрим и ждем, когда же открытие. Кстати, же скоро же уже его. Ну да, я вот сейчас сам лично ездил в Алдан. Там нас попросили залить лед, покрасить, сделать разметку. Мы вот с товарищами съездили, все сделали. У них 8 числа было открытие, Александр Сергеевич приезжал, открыл. И вот директор Сергей Климас, ну, мы с ним очень часто встречались на хоккейных площадках и имеем дружеские отношения. И он мне чуть ли не каждый день звонит, спрашивает о каких-то нюансах тренерской работы, сколько групп, по сколько детей, сколько часов, ну, то есть вот такие вопросы задает. Ну, то есть я думаю, что скоро будет хорошая команда в Алдане. Сейчас еще каток построили в Чульмане, но там, я насколько понимаю, что не такой ажиотаж вокруг Ну ледового. да, Чульман маленький, и он далеко от Нерингри. Нерингри построили бы другое, да? Ну да, я думаю, Ну что да, да. не Чульман же Так, маленький. солить, был перчить? Нет, это потом. Так, сейчас у нас это закипает, мы добавляем тыкву. Сейчас. Не, сейчас закипит. Тыкву сюда. Да, тыкву сюда. Вот, допустим, тыкву, брокколи мы целыми коробками закупаем, фасоль, стручковую. Именно такую, да, вот. Ну, да, мы... Замороженная получается. Да, это. свежезамороженную, то есть там, когда хотим себя побаловать, и манго заказываем мороженое, то есть для десертов каких-нибудь. Очень часто дома используем, вот у нас дети, когда слышат, что на кухне включился блендер, это значит, да, большой такой у нас блендер есть, это значит готовится либо смузи, либо живая каша. В нашем рационе постоянно присутствует такое понятие, как зеленая гречка пророщенная. Слышали, нет, когда-нибудь? Ну, он, наверное, слышал, я нет. И, ну, изначально все думают, что гречка, она коричневая, она изначально зеленая. И чтобы она приносила пользу, ее нужно оживить. То есть мы ее замачиваем в воде на сутки. Также все делается с орехами. Все орехи на сутки замачиваются для того, чтобы они ожили, и процесс пользы начинался в них появляться, то есть появлялась жизнь. Ну, то есть максимальная усвояемость была. У Да. нас же вот Пользы эти все грецкие больше. орехи, там как Да. раз пленочка Да. уходит, Да, да. а она обычно горчит. Горчит, Вот эта вот да. пленочка. Да, все верно. Как раз их замочить, потом их достать, они шук-шук быстренько. там Орехи же подходят. чуть ли не, да, если даже полчаса, я сейчас знаниями похвастаюсь, даже если полчаса полежат, они оживают, говорят. Да, да, Ну, да, факт да. же, да? В идеале, конечно, Что-то знаю, как. на ночь хотя бы Ну да. Да. замочить. Ну, то есть постоянно чиа добавляем, да? Да. Чиа, да, чиа тоже вот суперпродукт, да, моя Да, супруга и тоже. еще очень такая хорошая вещь, как лен. Выжимка льна очень полезна. То есть у нас дети, ну, Я знаю про льняное масло и все. Так, ладно. ну это уже уже круто. круто. Иногда использую в салатиках, да. Вы сейчас можете подумать, что там, ну, я что-то шарю. На самом деле я просто как, ну, просто где-то услышал, А, чуть-чуть приукрасил и передал. То есть у меня супруга, ну, то есть, если бы, допустим, размер головы соизмерен был знанием, то есть у него была вот такая голова, а у меня вот такая. Ну, очень много всего человек знает, и практически не имея медицинского образования, к ней очень много обращаются именно по здоровью. Ну, то есть вообще... она на какие-то социальные сети, наверное, ведет, да? Специальным этим выкладывает? Нет, пока нет. Нет, да? Она- Ну, это же как она бы в массы очень- она- монетизировать. Кстати, можешь рассказать, как вы познакомились, как поженились, сколько у вас детей и как поле чудес привет передавать? Ну, Это тоже глава целая. Познакомились мы на катке, на массовом катании. Где мы еще могли познакомиться? Потому что я там пропадал сутки, потому что я играл в хоккей, сейчас я работаю там, сейчас я вожу своего ребенка туда, первого, сейчас еще второго начну водить. То есть все вокруг Ледового дворца проходит. Познакомились мы на массовом катании, случайно я ее увидел, ну и все, как бы завязались отношения. И буквально через, наверное, год наших отношений появился первый сын Марсель. Марсель, Марсель, да. да? Французское имя. Почему-то все так думают. Ну, Марсель. Марсель. Нет, это татарское имя вообще. Татарское, исконное, да? А, да? Да. Ну, город Марсель есть во Франции. Во Франции, да. То есть так. крестный, кстати, пообещал отвезти его туда. Когда-нибудь, да? Марселя в Марсель должен отвезти, да. Так. Крестный у нас так сказал, так сделает. Вот. И второй сын родился 25 июля 2020 года. В 65-летие
моей мамы. Ровно в этот же день. Да? Вот на юбилей 65 лет моей матери родился второй сын Лев. Не удивлюсь, если ты нумерологией занимаешься еще. Что-то много цифр, вот так говоришь. Цифры? Я знаю, что ты еще, у тебя своя цифра есть же, да? Да, у меня есть любимая. всегда цифра, но она у меня всегда со мной. Вот Ага. номер 19, вот здесь 19. Тату я вижу, ага. Так, на машине 019, телефон 0019. Квартира 19, нет, да? Нет, дом у нас 31. Вот. Ну, везде, в футболе, то есть в какую команду я бы не пришел, 19 номер, то есть в хоккейной команде 19 номер. С чем связано? В Омске играл в команде «Виктория» называется, ну, победа. Вот. Сезон не задался, я играл под 81 номером, но мне всегда нравился 19 номер, потому что команды, за которыми я следил, у них всегда 19 номер был какой-то, ну, очень яркая личность. То есть там в Омске был это Антон Курьянов, в Сан-Хосе это был Джо Тортон, в Чикаго капитан команды это Джонатан Тейвс, 19 номера все. Ну, то есть я их почему-то, они мне, всегда я их видел. И у нас парень из команды переходил в другую и играл по 19 номеру. Ну, и он ее оставил. Оставил номер, да. Просто говорит, я ухожу из команды, вот 19 номер, и я ее взял. Ага. И, да, и в этом сезоне я стал лидером по очкам в команде. То есть у меня после этого... Гол плюс пас. Да, то есть да. у меня очень много очков начал зарабатывать. Ну, там, забивать много, отдавать. И, ну, я посчитал, что это связано. Ну. Вот. И поэтому Добрый знак. я окружил себя этим числом, и я считаю, что оно мне приносит удачу. Вот. Ну, спортсмены все немножко вот Да. с бзиком же, да? Да. Выходить на поле определенным образом, специальный номер, да, это считают что-то там, короче. Да, это да. ведь суеверие, веришь наверняка, Даже да? когда в клуб переходит, Да. я хочу этот номер. Да, Ну да. Че, Ну, а кто-то, если кто-то играет, освобождай. но если, допустим, более высокого класса игрок, Статусный, да. да, то есть Его, в знак уважения ему Да, отдают номер. Да, могут то дать, есть, ага. да. Ну, Месси играл когда-то Ну, по 19 номерам. Месси не отдали десятку, он же 30-м играет сейчас. Нет, это же- а изначально он в Барселоне по 19 номерам. По ходил. 19. Потому что Когда пришел, да. 10 был у Рональдинho. Рональдинho. Да, занят Да. тоже, ага. Потом у него 31 был. Не, потом сразу десятка, когда Рональдинho ушел. Да. Рональдинho, между прочим, в Милан перешел. Ну, мы сейчас можем о футболе стоять все передачи до конца о футболе разговаривать. Кстати, вот насчет футбола. Ты еще и футболист. Да. Это прям как комплимент можно сделать, как Всеволод Бобров. Ну, и хоккей, и футбол. Это же редкая редкость, да, ну как талант это такой. Ну, часто слышу. Можно, конечно, играть, да, на любительском уровне. Ну, все играют в баскетбол. В школе-то почему бы и нет, да, хоккей, тем более мы дети Советского Союза. А у тебя вот довольно-таки серьезные успехи, пусть на республиканском уровне, да? Ну, мы на любительском чемпионате с командой Суисавто в Сочи заняли 3-е место по мини-футболу. То есть, ну, тоже есть такое достижение. Ну. Вот. Там команда с Екатеринбурга была, Виссинара. Вот. Ну, Виссинара, Да. они же в премьер-лиге играют. ну, это была, как она называется? Драфт какой-то. Не драфт, это была вторая команда. Ага. Ну, то есть, ну, там достаточно хороший уровень был. Дублеры. Ну. Да, дублер. Во, ага. Дубль, да, был. Виза. Вот. Футбол. Кипеть должен. Все, закипело. На малый огонь, да? Так, давайте мы засечем 10 минут. Чуть-чуть убавить, да? Ну, я на пятерочку, на средний огонь. Так, все, закипело, можно добавлять. Или побольше воды. Нет, Ноль. это даже это будет больше, чем достаточно. Это сейчас разбухнет же. Да. Еще чуть-чуть. Да, да, еще. Объем же перемешать. что даст. Да, надо будет сейчас мешать. Плошки у нас уже готовы. Все, да. Желудки тоже. Желудок мой вот давным-давно готов. Вот, ну, Всё, футбол. Нет, сейчас мы ждем, пока мешаем. Потом мы уже ингредиенты будем добавлять. Хорошо. Куркуму и копченую паприку. Да. Как бы это странно ни звучало. Вот. Так, с хлебом. Давайте мы хлеб пока приготовим. Давай. Да, и про хлеб ты обещал рассказать. Да. Что за Немножко хлеб такой? расскажи, у нас тут свежайший такой. Новоиспеченный, можно сказать. Новоиспеченный. Да. Хлеб у нас без белой муки, цельнозерновая, нутовая мука и ксилиум. Это у нас чешуя семян подорожника. Вот.
Вообще просто... Максимально... Ты питаешься как Криштиану Роналду, скорее всего. Он, наверное, он так накушает, да? Или заставляет ему так, чтобы готовить. Но я ему отправляю иногда рецепты. Вот. Очень полезный хлеб. Мы его в повседневной жизни используем. Но, как моя супруга Марина говорит, что, ну, в принципе, это не очень затратно по времени. То есть очень просто готовится. Смешали, запекли в духовку. Да, очень быстро, очень вкусно. Так, можно ножик, да? То есть... Да, вот можешь якутский. А вот тонкий возьми лучше, наверное. Он будет лучше тряпочку. Вот. Мы, ну, используем его в повседневной жизни, то есть, ну, он бездрожжевой, с семенами. Можно я начну уже это? Не, он еще тепленький же? Он тепленький, да, он только из духовки. Так, нам нужна будет сковородка для того, чтобы их немножко обжарить и потом... даже так? Да, и... На каком масле или без масла? Без масла. Без масла. Без Просто масла. прогреть. Да, просто прогреть, чтобы оно стало хрустящим, и мы это все... Ну ладно, я уже откусил, так откусил, что теперь, да? Чесноком потом нужно будет обработать. Так, что еще хотел сказать? Про хлеб. Хлеб. Да, хлеб – это у нас как бы такая тема, то, что очень много посмотрели материалов, изучили про дрожжи, о вреде. Кстати, вредно. Очень, да, вредные дрожжи, белая мука. То есть, ну, у нас в семье тесть, он построил храм. Да. В Марахе у нас есть храм большой. Вот, он вследствие болезни очень сильно подался в веру, ну, в том плане, то, что он начал посещать храм, сходил в паломничество в Израиле, да, то есть ездил 2 раза. Вот. И вследствие его болезни, ну, он уже ушел из жизни. Вот. Моя супруга очень сильно занялась именно здоровьем, то есть изучением здоровья, то есть причины, не только симптомы, а именно корень проблемы искать. То есть очень много форумов, очень много эфиров, очень много всего изучила. Сейчас, благо, хватает информации, да, не Да, как раньше. да, Взял да. одну энциклопедию кулинарную, прочитал, да. То есть мы занялись здоровьем. Сейчас супруга очень занимается, плотно занимается образованием детей. Ну, то есть именно изучением системы образования. То есть всерьез задумываемся забрать ребенка со школы, чтобы на домашнее обучение перевести. Самостоятельно. Самостоятельно. Ну, Это не самостоятельно, это будет ребенок учиться сам. Мы не будем стоять, корпеть над ним. То есть есть очень хорошие системы образования, очень много новаторов сейчас. То есть есть такой один деятель, у него есть своя школа, да. Частная школа, получается, Антоний Ульданов, да. То есть, и он говорит о том, что вот эта система образования, которая растянута на 11 лет, ее придумывали гении какие-то, потому что настолько маленький объем информации умудрились растянуть на такой долгий срок. Потому что многие курсы, допустим, курс биологии, в его школе проходят за 7 дней. 2-летний курс биологии проходит за 7 дней. И все. И все. И то есть ребенок может сдавать ЕГЭ по этому предмету. То есть, ну, там другие подходы немножко. Допустим, дети очень много работают руками, учатся стоя. Мелкая моторика развивается. То есть они занимаются лепкой, вышиванием. Даже мальчики, это не имеет значения. Работают с деревом, работают с металлами, работают со стеклом. То есть, ну, это все есть. То есть ребенок в 14 лет может дом построить. Он будет знать теоретически, как это все сделать. Как все. И практически тоже, можно сказать. Да. То есть все как к этому идет, то, что пора нам... А это на гриле вообще? Да. На гриле. Так, все, можно. Вот. Ну, у меня супруга, это энциклопедия очень скромная, никому не навязывающая, никому ничего не говорящая энциклопедия. То есть это я хожу и вот начинаю вот... Ну, мы очень странная семья, я вам скажу так. Допустим, мы допускаем возможность, что, возможно... Хорошо, что вы сами еще в этом Нет, признаетесь. возможно, мы допускаем такую вероятность, что, возможно, Земля не круглая. Вот, мы вот такая семейка, вот, чтобы вы понимали, что, возможно, она и плоская, а возможно, и круглая. Но мы
Мы обладаем критическим мышлением. Допустим, мы можем... Все подвергаете сомнению. Вот, Да. это самое важное. Даже те Я физик, поэтому я такой тоже. вот эти столпы знаний, которые там столетиями стоят, их можно подвергнуть сомнениям и найти какую-то альтернативу. Мгм. То есть всегда у нас каждый день меняется мировоззрение на что-то, на вещи. Какие-то вещи, да? Да. Это Так. интересно. Ножиком нужно проверить, Не, все еще. ли Нет, такой еще, да, но картофель. картофель нет. Картофель, наверное, рано еще. Еще минут 5. Морковь тоже. Может, хватит? Не Да, хватит? да, нет, достаточно, конечно. Да? Ну все. Так. Так, и что, я подаю и Да, подашь. сразу. Подаю. Ручка не отвалится. Аккуратно. Так, ну все, у нас суп-пюре наш готов. Самые последние эти остались, да? Нотки. Да, да, нотки. Куркума. Куркума Ага. и копченая паприка. Так, Да. здесь нам нужно... Петр, ложку передай, пожалуйста. Ложечку. Да, так, мы Давай, я 3 ложки сразу возьму. Хватит, да? Мы будем кушать уже. чесночок. Так, сейчас мы... Чеснок натереть. Ой-ой-ой. Ну, отдыхаем мы... Вот, да, вопрос. Как вы отдыхаете, ваша семья? Ну, если вы совместно это вместе проводите, и хобби какие у вас? Ну, отдыхаем мы, живем на Белом озере, на берегу озера прям. Мгм. То есть у нас там вид. Ну, Классный. многие даже летят за несколько И тысяч дворец километров. еще строится. Вообще класс. Да, В тему. Да, Да. все рядом. Ага. Вот. Активный отдых, то есть дома стараюсь создавать детям все условия для занятия спортом. Бросковая зона у меня, у сына, у старшего есть, то есть там есть покрытие, баскетбольное кольцо, есть хоккейные ворота, Надо, ладно. да, с вратарем натяжным, то есть он там шайбу бросает, тренируется, то есть, игры, приставка, компьютер, Counter-Strike, Это же вредно. виртуальные игры. Подкалывайте. Не, это для детей Ага. типа, но на самом деле это для меня больше. то есть. Больше, да? Все-таки Да. есть какая-то слабость, оказывается, у человека? конечно. А то, говорит, не пьет, не курит, Да. спортивный образ жизни, спортсмен. Ну и тут раз, оказывается, немножко есть изъян у человека. Ну, это как бы отдушина, потому что надо где-то пару Ну да. Вот. Переключаться. Люблю танцевать очень. А, Да, дома Так. у нас есть, электроденс. ну да, есть игра такая Just Dance. Ну, то Ага. есть на камеру тебя снимают, ты должен повторять. То есть М. активно устраиваем соревнования, когда даже приезжают гости, М. играем. Еще мы отдыхаем, и ходим постоянно с супругой на квизы. То есть Квиз, интеллектуальные- это вот этот, интеллектуальные типа что где когда, да. Да, Вопросы интеллектуальные задают. всякие Викторины, вот. викторины, да. Ага. Сейчас вот мы начали активно ходить на детективы. То есть найти нужно М. раскрыть преступление. Свое детективное агентство у нас есть. Ага. Называется «Во всем виноват енот». Так. Вот. Ну, по возможности выезжаем на море. Мгм. Буквально 3 года назад ездили в Владивосток на машине. Можем не спонтанно вечером, сидя за столом, решить, что нужно съездить на Булус. Раз поехать. И да, берем, едем. Вот. М. Ну, как бы супруга у меня все равно заставляет делать планы. Всегда есть план. Ну, я помогу чуть-чуть. Ага. Так, сейчас мы будем это все. Скажем так, план развития семьи, да? Ну, планы всего. То есть Ага. на каждый месяц у нас есть план, Тарелки? который нужно выполнить. Так. Аккуратно. Так. Куркуму мы добавили, да? Да. Курку добавили, паприку добавили, Ага. перец добавили. И вот это, это уже каждый сам себе. Да, это... А я думал, будем так кушать. Ну, правильно, тоже так. Так, мы добавим еще маш и укроп. Обязательно.
Не горячие? Немножко горячий. Ну, чуть-чуть горячие, наверное. Все? Ну что, самая любимая часть этой передачи – это вот, собственно, дегустация и Дегустация. кушание. Давайте, приятного аппетита нам, друзья. Приятного аппетита. Давайте попробуем, аппетита. что у нас получилось. Я сразу соль добавляю. Не нормально. Да? Семен, ну как, твой вердикт, как шефа? Отлично. Как вначале обсуждалось супер ПП, да? СПП. СПП. У людей ПП, а у вас СПП. Да, да. Да. Можно свою партию в Госдуму создавать. Да, действительно. Ну что ж, мы можем действительно до конца передачи вот так стоять кушать, да? Денис, еще раз спасибо тебе, Вам что ты спасибо. был, да, гостем нашей передачи. У нас такая добрая традиция есть. В конце вот на эту камеру, вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. Никогда не перекладывайте ответственность. Всегда будьте ответственны за свое здоровье, за свою жизнь. Вот. Следите, пожалуйста, что вы кушаете, и что вы говорите, и о чем вы мыслите. Все мысли материальные. Пожалуйста, всегда думайте о хорошем и настраивайтесь только на лучшее. И так и будет. Ну здорово. Я еще раз скажу, что у нас в гостях был сегодня Чудинов Денис, тренер по хоккею с шайбой. Денис, еще раз спасибо. Семен Тарбахов, Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия 24. Будьте здоровы, друзья, мирного неба над головой. Ну а мы что? Мы выходим за кадр и продолжаем кушать.